Есть же выражение: зачем любить, зачем страдать, ведь все пути ведут в кровать. Угу. Я только понимаю весь кринж behind этой фразы, потому что помнишь, это микроблоги же были в моем мире? Или ты слишком старый для этого? Не, я в моем мире не сидел. Короче, в моем мире были микроблоги, куда ты анонсменты какие-то пишешь про себя. Представь весь кринж, когда такую вещь на весь интернет пишет девочка 15 лет. Моя одногруппница в колледже написала у себя в микроблоге. И просто я раньше думала, да ладно, пусть пишет, что девочка страдает по любви, а потом такая, какая любовь в 15 лет, малолетка. Еще и все. То есть ей 15 лет предложили, она не захотела. Все пути ведут в кровать. 15 лет. And it goes a little something like Жизнь иногда не готовит тебя к таким челленджам, когда ты сидишь. Сегодня четверг, завтра тебе загружать видео, а ты отмечаешь рыбу. И я не знаю, сколько времени это займет, но надеюсь, немного. Надеюсь. Люди хотели от меня обзоры на кофейни в этом городе. Наверное, это хорошая возможность начать делать это. Я все съела. Я взяла омлет 4 сыра с овощами и хлебом тортин. Омлет мне понравился. Овощи как овощи, и хлеб был достаточно свеж. Хотя мы с Лиза сюда приходили, но мы ели здесь панкейки и какие-то десерты. Вот десерты нам сильно не понравились. А сейчас завтрак вкусный, и кофе тоже очень классный. Так что пока что мне все нравится. Доброе утро. Сегодня 14. Сегодня у нас Амал курсу. И, по сути, мы должны были как-то симпатично что-то одевать или что-то еще. Но я отказалась от этой мысли. Я не хочу. И из-за этого, вместо того, чтобы одевать кишки или что-то еще такое, я просто сделаю небольшой макияж и шаш болтуган. Шашымды өріп, шаш болып тақтым. Шаш болды, если вы заметите, здесь есть небольшие жемчужинки. Я сделала небольшую жемчужинку, которую подруга мне привезла с Вьетнама. Сегодняшний день, в принципе, собирается быть немножечко скучноватым, и поэтому я не знаю, что я буду снимать, но я надеюсь, вам будет весело. I'll see you. Көз қара сен. Көзге де істеп қойған. Ою ма? Сіз қайтып қойғансыз? Сіз қайтып қойғансыз. Атына бүйтіп қойғансыз. Қолымда тұрған шашбауды бүйтіп қойғансыз. Дұрыс қой енді. Сырғаңды айтып жатыр. Но не так. Қайсы? Болып тұр. Сосын ана черныйлар на районе қысап қолдарыңды не істеп кеттіңдер. Вот так прошел очередной день моего номера. Посмотрим, что будет дальше. Бәріміз бірге тұрмыз ғой.
А що тобі їсти? Фала мене дай. Kızlar kaydı. Şöyle kurs. Hey zan. Для тех, кто хочет get their shit together, но у них не получается, я с вами. I feel you. Давайте пошлем нафиг все эти продуктивности и просто будем жить. Короче, я поняла, в чем моя проблема. Моя проблема всегда только в одном, то что... Минуту. У меня всегда есть проблема, и эта проблема в том, что я я хочу жить продуктивно, но я начинаю просто вбрасывать себя в какую-то продуктивность, в желание справляться со всем, а когда не получается, я выгораю. Сейчас хочу просто взять себе кофе и сидеть рисовать. Кажется, этим я уже давно не занималась. О, море. Сегодня мен в разнос кетуге шештім в плане того, не этого, а в плане того, что я захотела позавтракать на улице. Стройка. Но давайте на это внимание не обращать, потому что с этой стороны, да, вот оно. Или бы зарядили за этот вид, 20-30 сверху. Поэтому мне очень повезло. Ну, короче, покушали, вышли погулять. И здесь у нас тип с музыкой. Черт, она закончила. Вот. У него прям опера. Преданным стала ты ненадолго, подаришь ты бой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса малым вместе с собой. Они же не слышат. А, птицы красивые. Горизонта нет, да? Ужас. Если вы не знаете, что такое драматизация. Кто выпендривается. We're gonna play a game. Choose your book. No, choose norm book. Ну-ка,
We have chosen our books. Так, теперь назови страницу. 148. Назови абзац. 8. Ладно, назови лучше строку тогда. Строку. 8 строчка. 6, 7, 8. Моя жена говорит, что книги – это нереальность. Это твой девиз на эту неделю. Настя Мансте. Страница. Страница 215. Окей. Строка 12. Так, 3, 6, 9, 12. Конечно, задумчиво произнес сыщик. А? Конечно, задумчиво произнес сыщик. Это девиз на всю мою неделю. Конечно. Конечно. Это мой девиз. Твой насчет книг – это нереальность. Так и скажи ему. Ты сказала ему, что книги – это нереальность? А? Я сказал спасибо. Вот этой рукой вот так сделай. Этой? Да. И теперь наклони голову в эту сторону. Стой не сильно. Чуть-чуть еще. Вот. Яй.